немножко расширить свой бизнес. Получилось у нас так, что мы открыли вот этот магазин вместе с вот, русские, вместе совместно работали и до сих пор вот работаем. То есть это ваш салон, да? Да, это наш салон. Скажите, как вы помогаете, да, мигрантам? Вы за счет еще блога, да, я так понимаю, про жизнь их рассказываете? Да, у нас в городе, не то что в городе Екатеринбург, по всему России наш канал смотрят. Большинство народ смотрят мигранты наш канал, потому что у нас канал по-таджикски. Есть видео, которые мы по-русски разговариваем, по-русски, но для мигрантов больше всего по-таджикски разговариваем, потому что им должно быть понятно, четко. Мы как им помогаем? Мы выкладываем видео о работе. Если кто-то просит нас рекламировать их, они просят рекламировать для других. Мы рекламируем. Вставляем видеоролик в YouTube, они смотрят и звонят. Брат, нам нужна работа. Или кто-то предлагает на день-два халтура. Тоже так и помогаем. Мы не то, что средствами, мы никого не помогаем. Только советы и вот дорогу показываем, где есть хорошая работа. А почему вообще решили, да, создать YouTube канал? О чем он в принципе? Больше всего, почему мы открыли, потому что у нас после работы, Таганский раньше работал до 4, до 5. Летом, как вы знаете, в Екатеринбурге, в Урале, очень длинные цели, где может до часа гулять. Мы раньше больше всего гуляли, сходили по непонятным местам. Поэтому я решил, чтобы не надо заниматься можно сказать, извините за выражение, ерундой, а заниматься блогерством. При этом народ, люди, которые только приехали в город Екатеринбург, они будут знать, что где что находится. Например, не то, что все мигранты приходят здесь работать. Большинство приходит здесь посмотреть гору, посмотреть хорошее место. Отдыхать они хотят. Вот поэтому я часто снимаю площадь, Плотинки, Высоцкие, некоторые гостиницы, хостели, где очень красиво. Я очень много вот такие места тоже снимаю, чтобы люди, которые отдыхать пришли, в центр смотрели, где ночевать. А люди, которые хотят работать, они должны знать, где есть в Екатеринбурге работа. Например, 4-я база, Таганский ряд, Птичий рынок, где находится место, где с детьми отдыхать, торговый комплекс, развлекательные комплексы. Несколько мест мы постоянно снимали. Даже парк-хаус снимали, Радуга парк снимали, зеленые трассы снимали, что они могут с детьми, как я с детьми отдыхал, также они могут отдыхать во время у них, когда отдых. То есть основная цель канала это развлекать, обучить, информировать. Все, да. У нас информировать мигрантов о местонахождении, где мы находимся. И где что находится. Приносит ли ваш канал доход или это так для души, для пользы? Раньше я для души снимал от 2015 года территория Таганских лет, всякие видео, можно сказать, что у меня есть. Я часто снимал для души. Потом предлагали мне зарабатывать, и при этом снимать и зарабатывать. Потом я действительно понимал, что на этом можно зарабатывать. Теперь зарабатываю и вкладываю часто видео, чтобы больше зарабатывать. А сколько у вас подписчиков? 42 тысячи с чем-то еще. Да. Много уже. Да. Знают ли вас на улице, да, ваши зрители? Часто, это было часто. Мне больше всего за границей больше они узнают, чем внутри. Потому что территория Таганская, они всем не знают, когда в другом месте, по России не так уж. А когда я уезжаю за границу или буду в Узбекистан, Кыргызстан, я был, и также в Таджикистане. Большинство, когда я начинаю снимать, они сразу говорят, мы тебя смотрим. Они, да, вот так узнают, конечно. Автографы, может, берут? Да, была такая ситуация, что да, фотографировали, селфи делали. Не автограф, а у нас такие нет, чтобы автограф взяли. Сразу телефон таскать, давай, можно с тобой фотографироваться, брат? Я говорю, хорошо. Приятно, наверное, что такую пользу все-таки, да? Очень, очень. Сейчас даже мы советуем все, у нас раньше было в Екатеринбурге меньше, чем сейчас.
блогеров. А сейчас все занимаются, можно сказать, все ребята уже знали, что на этом можно зарабатывать. И не надо вот с теми время тратить. Сейчас у нас блогеров есть в Екатеринбурге. У нас, кто знает их, есть Кособой Екатеринбург. И также есть в канале Фикри Шумо, что он часто помогает таджиков, которые нуждаются в помощи. Он всегда готов. Я всегда его ролик отправляю, поделись, смотрю, только он ходит, не тратит зря время, а ходит, помогает людям. К ним домой заходит, снимает, выкладывает в YouTube, смотрите, ребята, надо вот это таджик помочь домой идти, вот это семью надо помочь. Он часто этим занимается. А какое развитие своего канала вы видите сейчас? Может, планы какие-то? Да, вот сейчас у нас проект вышел в нашем канале «Давай поженимся по-таджикски». Представляете, я тоже не ожидал. В сутки появился 20-25 больше жениха на наш канал, что они готовы жениться. Уже у нас есть 55 жених и 5 невеста. Невеста начинается 23 лета, а жениха 19 лет уже. Да, очень много у нас уже. И люди, которые живут за пределами нашей страны, в России, имею в виду, больше всего они работают одной. Жены остались там, некоторые не успели жениться, некоторые уже разведен. Большинство обращается, что разведен. Хочу создать свою семью. Поэтому мы стараемся таких людей больше всего внимание на них, чтобы они смогли здесь жениться, которые разведены, чтобы их жизнь хорошо стала. А сколько лет вы уже, получается, занимаетесь? Ну или месяцев? А как давно у вас? Я очень давно снимаю разные видеоролики. То, что я в YouTube выкладываю, у меня начинался с 2017. Я усердно работал на этом. Если количество общей суммы, которую мы зарабатывали, первая наша зарплата, теперешний нас, которая 88 тысяч рублей. После этого, когда я за столько денег, я пошел купил на 120 общий, 120 тысяч камера купил для себя, чтобы хороший 4К Panasonic X1000 купил для себя, чтобы больше снимать. И стал развитие. У нас очень канал сейчас популярен, все смотрят наш канал. А монтируете сами? Да, редактирую я сам. У меня также Фарик, друг есть, который здесь тоже снимает разные видеоролики. Он тоже часто помогает. Взаимодействуете? Да. У нас есть WhatsApp группа открыли, что блогеров там мы добавляем, которые в Екатеринбурге. Часто, чтобы мы, когда одному человеку надо снимать, мы все уже вместе здесь помогаем друг другу снимать ролики.